әңгімемізді Газезов Бекзат ұшқын күйімен ашады. Под эти красивые звуки музыки мы и открываем праздник поэзии. 14-й слет самодеятельных поэтов Денисовского района. И если дословно перевести наше название, будет звучать так. Стихи цветут, как звезды и розы. Поэтикалық шығармашылық адам өмірінің таңғажайып саласы. Ақынның алғашқы ішкі қозғалысы өз ойын білдіру. Бұл адамда өте күшті, бірақ жанының жұмысымен ол әлі де адамдарға, бізге, оқырмандарға, әртүрлі жастағы тыңдаушыларға келеді. Поэзия – это удивительная вещь. Она заставляет нас по-новому смотреть на мир, дает возможность выразить чувства, которые накопились в сердце. Она возвышает нас над миром повседневности, будничности, обогащает духовно. Благодаря поэзии мы можем глубже почувствовать полноту жизни с ее радостями и скорбями, которые необходимы для нашего внутреннего роста. Сегодня хочется немного говорить о самих поэтах, так как хочется послушать, как они читают свои стихи. Как редко в наше время люди читают стихи и про себя, и вслух. А уж что говорить о том, чтобы запоминать их наизусть? Ведь чтение стихов сродни искусству. Забегая вперед, надо отметить, что каждый поэт по-своему владеет им в совершенстве. Сейчас мы открываем первую страницу нашего слета. Хочется пожелать нам всем приятных минут встречи с поэзией. Позвольте представить вам поэтов, находящихся в зале, которые сегодня собрались здесь порадовать нас своим творчеством. Жыл сайынғы слеттердің тұрақты қатысушысы Қалимов Батырбек Қапасұлы. Интереснейший человек, ровесник села, в котором он живет, житель села Комаровки, Удальцов Валентин Константинович. Талантливая поэтесса,
жительница села Комаровки, Гельманшина Гелуза Галимовна. Yakında Çarşıgıt, Lirikal және Patriotik әдебиеттің күйлерінің авторы, Қостанай облысы композиторлар одағының мүшесі, Приречен мәдениет үйінің басшысы Газезов Бекзат Батырболатов. Тағы бір жас жұлдыз, биыл 15 жастан бастап өлең жазатын Қырым жалпы білім беретін мектебінің түлегі, Денисов ауданының жас ақындарының алғашқы слетінің қатысушысы Жанбосын Еркін Мадиярова. Талантливая женщина, не перестает удивлять своим творчеством. Жительница села Глебовки, Николаенко Наталья Виценина. Педагог, многодетная мама, счастливая бабушка 11 внуков. Участница вокальной группы «Девчата из 70-х» Фрунзенского СДК Ильясова Вера Алексеевна. Профессионал своего дела, учитель русского языка и литературы Фрунзенской общеобразовательной школы Подрыга Валентина Григорьевна. Скромная, талантливая женщина, любящая поэзию, проживающая в селе Фрунзенское, Хайрулина Рауза Галимовна. Денисов жалпы білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Нуркалиева Несвета. Второй раз наш слет посещают сегодняшние рыбнчане, но все же наши земляки. Уроженец села Приреченко, Кажанов Адахану Исхану. Талантливый человек, посвятивший свою трудовую деятельность службе органов МВД, уроженец села Жалтырколь Нургалиев Талгат Саблатаевич. Двух поэтов, проживающих в селе Алчановка, представляют их внучки. Известного поэта, пишущего под псевдонимом Василий Степной, Никулина Василия Ивановича предоставляет Слюзова Ксения. Педагогика Кембек Ардагеры, Дюсибаева Гульзада Абдрахман Хазы, Ертусовтың немересі Дарья Натамстрада. Сегодня впервые принимают участие в слете поэтов. Наша коллега, вот уже 32 года, трудится библиотекарем при Приреченской модельной библиотеке. Ленинская Финальная Павел. Родилась в Республике Башкортостан. В 1978 году закончила Приреченскую среднюю школу. В 1983 году Кустанайский сельскохозяйственный техникум. А в 2014 году Челябинскую академию культуры и искусств. За свой плодотворный труд в библиотечной системе Сакинайт Фарм в 2005 году была награждена медалью Еремин Бегушин. Сегодня она впервые представит свои произведения. Рудный қаласының тумасы қазіргі уақытта Денисов ауылында тұрады. Нөмір 8-ші өрт сөндіру бөлімінде қызмет етеді, жас кезінен өз өлеңдерін жазады. Ол да өз өлеңдерін алғаш рет ұсынады. Молодой преподаватель физики и математики Галкин Степан Федорович. Имеет 2 высших образования. Трудится в Гришинской основной школе. Он не просто там трудится, он родился в селе Гришинка, выучился и вернулся в родное село преподавать. В процессе обучения часто участвовал в творческих конкурсах. Он тоже сегодня впервые представит свои стихотворения. Денисов жалпы білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Нуркалиев Бекзат Азаматова. Открываем вторую страницу. Любимый край черемух и берез. Как писал в предисловии к своей книге один из современных писателей Юрий Александрович Подколзин, здесь вы найдете любовь к своей малой родине, водоворот повседневной жизни, человеческие страсти, верность детству и юности, душевные переживания. Об этом и другом в стихах. Слово предоставляется поэтам. Среди них есть известные и популярные, и не очень известные, только-только пробующие перо. А теперь мы предоставляем слово нашим поэтам. Вот я до годов пенсионных дорос, не нарисовался проклятый склероз. Забуду, морщинюсь, бурчу и грущу, а люди-то думают, рифму ищу. С годами на ухо я стал туговат, не слышу всего, что вокруг говорят, молчу, напрягаясь, аж в ухе звенит. Он думает думку, народ говорит. Был молод горяч, самогонку хлестал, расплата пришла, ревматизм достал. Хожу я неспешно, с клюкою в руке, глядят вслед, степенно устал мудрый в боке. Устал организм от таблеток и клизм.
В душе растерял я былой оптимизм, хожу, матерюсь, всю округу достал, и вот слет поэтов нас вместе собрал. Долгожданных я встречу опять, Некрасова будет свое щебетать, серьезное что-то с утра нагима, сижу за столом, а стола-то нема. С плечом посадили на стыке столов, чтоб я не писал здесь экспромтом стихов. И радость на сердце, и думы легкие. Я вас поздравляю, мои земляки. Дорогие уважаемые почитатели поэзии, действительно, у меня нынче юбилей. Буду только про себя и про Комаровку, так как Комаровки тоже юбилей. Промчались годы молодые, и вот вернулся в отчий дом. Но лишь виски мои седые погоду портится нынче днем. С друзьями встречу отгуляли, с братьями вспомнили родню. И вот стою, гляжу в родные дали, душой прижавшись к алтарю. Вдруг слышу, кто-то шепчет сзади, и вроде голос мне родной. Я благодарен той награде, стою в потемках неживой. Судьба моя, тебя я славлю, что вновь услышал голос я, ведь скоро дом родной оставлю, умчусь в далекие края. И часто голос будет слышен, и часто буду я мечтать, пьянящий запах спелых вишен напомнит снова мою мать. Фрунзе, Фрунзенское, село, лоскуточек земли казахстанской. Не печальтесь, что не дано вам его отыскать на карте. Размахнулось родное село, как лучами десятков улиц, как приветливо смотрит окно. Это значит, с работы вернулись, это значит, что мир и покой до рассвета в дому воцарились. Но помнится день суетой и заботами трудовыми. Муравейником слаженным, мудрым, днем кипучим предстанет село. День сельчанина очень трудный, но другого, увы, не дано. Средоточие жизни деревни по привычке конторой зовем. Беды, радости, просьбы, проблемы для решения туда мы несем. Нет сельчанина, чтобы не знал бы этот путь на второй этаж, где директор центральной усадьбы, как родных, принимает нас. Деловые кипучие будни и вечерний уютный покой. Вот и все, что мы знаем и любим в деревеньке своей небольшой. Фрунзе, Фрунзенское, село, лоскуточек земли казахстанской. Есть он в сердце, и все равно, что его не найти на карте. Маленькая строчка. Мне не нужны вселенские масштабы, ведь звезды светят каждому из нас. Хочу, чтобы жило село родное, чтобы сюда любили внуки приезжать. И пусть природа не балует нас, гор высоких и леса нет, не над морем горит закат, и не самый заметный рассвет. Дуют ветры зимой и летом, 40 минус и 40 плюс, не растут баобабы и пальмы, выживает сирени куст. Только слышу я детский смех, плеск реки от мальчишеских тел. Вспоминаю, что ждут меня много разных любимых дел. Огурцы подвязать в теплице, нужно роды зарыхлить и полить, и для внучки заколов наделать, что грозилось у нас погостить. Вместе с нею на речку махнем, искупнемся и рыб наловим, и наварим ухи в котелке, и не зря этот день будет прожит. Мы кусочек большой страны, точка маленькая на карте. Не хочу, чтобы нас стирал с этой картой безжалостной власти. На работе учу детей, я любви к своей малой родине, красотой окружать свой мир, чтобы этим тебя запомнили. Слышать в звуках дамбры коней, что летят по степи цветущей, добрым, вежливым, верным быть, и вокруг станет мир еще лучше. Поэзия – судьба. Поэзия – судьба, любовь и правда. Эстетика, эмоция, родник. Его богатство, конечно, совестливый лик. Учить поэта же не надо. Поэт не врет, он правду говорит. Его же Бог создал, и это правда. А вот писатель может и неправду сочинить. Поэт всегда был независимый.
Богатством он духовным обладал, и потому же дух высокий жизненный всегда и всюду соблюдал. Я рад, что немного сочинял, себя большим поэтом не считаю, но счастливо все эти годы проживал. Как дальше будет, я не знаю. А может быть, стихами не тревожит и перейти на прозу не спеша. Но нет, я не могу поэзию забросить, ведь в ней живет моя душа. В поэзии себя не исчерпал, и нет у меня пути обратно. Что думал и хотел, я сочинял, и потому мне на душе отрадно. И второе. Я хвалюсь, что родился казахом, и об этом поет мне душа, а живу я свободно и классно, все об этом мечтали всегда. Я хвалюсь необъятным богатством, очень сильно я этому рад. Это семья, родня и друзья, это сестра и каждый мой брат. Я хвалюсь окружением, природой, где родился в великой степи. Нет у меня выше награды, лучше родины нашей земли. Я хвалюсь и ночью, и днем, и молюсь за всех я всегда, чтобы долго и счастливо жили дети, внуки, друзья и родня. Я хвалюсь своей любимой, в сердце моем же одна, и желаю, чтоб не болела, не страдала она никогда. Я хвалюсь милосердным Всевышним, знаю я, помогает он мне. С Богом живу я в душе постоянно, с Ним пребываю даже во сне. Я хвалю лишь тем, что имею, все, что мое, как есть, и счастлив, что скромно живу я, что имею совесть и честь. Вот и стал хвастуном я навеки. Сам об этом только узнал, лишь когда свои мысли, наверное, я, хвалясь, в стихах написал. Я хвалюсь и хвалюсь и хвалюсь, и опять похвалился я вновь, глубоко потому, что познал радость жизни, а в ней и любовь. Спасибо. Я горжусь, что я татарка, кровь родителей течет. Мне сказки о Бекае читала, Анкай песни пела напролет. У нас язык красивый, нежный, из уст он льется, словно мед. И я горжусь, что есть на свете татарский, мудрый наш народ. Свою культуру уважаю, знаю, все традиции ценю. Дан язык мне по наследству, память предков я храню. Мне часто снится сон ковыль степной, такой пушистый, серебристый, а запах аромат степной. Рядом небольшое озеро, где благоухают кувшинки и камыши. Вдали в степи расположились большие камни валуны, сверкают, блеском отдают. Я просыпаюсь, меня воспоминания наполняют. В том озере купаюсь в детстве, а волны брызги синие и небо чисто голубое, всю облачность и мир передают. По небу журавли летят. Любила бегать босиком по ковылю, степной, седой, цветущий. Но почему мне часто снится тот ковыль? Мудрее и упрямее он под ногами стелится годами. Что ощущаю нежность до сих пор. Ковыль тот мой родник, любви, надежды, вдохновения. Начало всех моих земных дорог. Из воспоминаний снов и счастья детства. Desem, beyimбет ақын кім еді? Бейімбет ақын кім еді? Халқым деп соққан жүрегім. Бұқта ерлердің бірі еді, ұрпаққа жол тілеген. Бейімбет ақын кім еді? Ел үшін туған ұл еді. Ол сүрген заман сүр еді, депрессияның болды тілегі. Бейімбет майлин дегенде, әдебиет ойға келеді. Қырымы мол қаламгер, өлместей мұралармен. 130 жасқа келгенде, дана халқым айтқандай, ғалымның хаты өлмейді, шырағы оның сөнбейді, қыран болып өлмейді, алысқа құлаш сермейді. Әңгімесінде бар сыры, өлеңінде бар шыны. Жүрек көзбен ұғалсан, тұнған әдебиет асылы. Туған жерім мәңгі өшпес отаным, сенсіз болмас күмен қан әр таным. Жылдар өтіп, айлар кетіп жатса да, сенің атың жүрегімде болады. Түйем ойнақ, неткен атау керемет, естей берсең жүректен нұр төгіледі. Сенсіз өтпес өмірімнің жылдары, әр адамның жүрегінде болғаны. Кетіп қалсам отанымнан жыраққа, туған жерді ойлауменен болам ба?
сылдырлаған шулардың дыбысы құлағымнан кетпей қояды ұзаққа. Танымның кең таралған жерлері, жүрегімді жұбатады үнемі. Соққан сенің жылы самал желдерін, жылылықпен жылытады гүлдерін. Туған жерім, саған арнап өлеңді, мен көрсетем саған деген сезімді. Баға жетпес керемет бір мекенім, ол ғой менің шалқарындай жерлерім. В этом году у нас знаменательная дата. Целине исполнилось 70 лет. Я хочу немножко прочитать стихотворение о Целине, как она становилась. В безмолвных, бескрайних просторах ковыль колыхалась в степи. Верблюды, орлы и сайгаки были хозяева этой земли. Звуки домбры и песни акынов слились в одной ноте звеня о том, что новая эра настала, имя которой дана Целина. Целина на прочность нас проверяла и закаляла дружбу в труде. Наша земля плодородной стала, кормит она нас всех и везде. Целина — это пашня, это гул тракторов, запах горячего хлеба, лучше всяких духов. Еще одно стихотворение. Судьбу свою не выбираем, она приходит к нам сама. Как напиток с ядами наполнена она. Школьные годы, первая любовь, быстротечные времена. И порой ты окажешься, как у разбитого окна. По волне жизни плывешь ты, из года в год переходя. На пути тебя встречают радость, горе и беда. Ты человек на то и есть, преодолеть должна всегда. Ведь разум свыше тебе дана, свети, как яркая звезда. Мест красивее нет, где родился, своя природа словно мед. И нет таких, кто не гордился, способный видеть все поймет. В краях родных река земная, живет душою наш Тобол. Она по-своему простая, кружит над ней степной орел. Дуга из радуги раскрасит, раскинув краски, словно мост. Пейзажи — это много власти, начало здесь духовный рост. Мест красивее нет, где родился, и каждый в свой пейзаж влюблен. В строках пусть память сохранится, в стихах Денисовский район. Называется она «Жива еще наша деревня». Жива еще наша деревня, живет, несмотря ни на что. Растут вековые деревья, остальное быльем поросло. Здесь улочки быстро редеют, сиротливо стоят дома, и жители не молодеют. Но деревня моя жива. Есть стройки у нас, долгострои, магазины, увы, на замке, без асфальта нашей дороги. И убогая жизнь в тупике. Нет уюта, души в деревне, у конторы плачевный вид, детский сад не очень-то древний, но разграблен он и разбит. И школа грустит одиноко, скучая без смеха детей. Мы с ней поступили жестоко, оставив одну юбилей. А детей в любую погоду исправно везем в Варшавы. По слякоти, гололеду, понимаем, учиться должны. Обидно, но здесь были пекарни. Округи ценили наш хлеб. Сейчас же вопрос актуальный. Привезут его или нет? Помню, были ДК, бани, отопление, водопровод. Были проблемы, их решали. А теперь лишь один раз в год. Пустуют лавки вдоль заборов, дворы бурьяном заросли. Вот символ нашего позора. Деревню мы не сберегли. Отцы старались, рвали жилы и поднимали целину, чтоб дети их достойно жили и воплощали в жизнь мечту. Не оправдали мы доверия, все развалили, что смогли. В преддверии нового столетия все разбазарили, прожгли. Порой поет под старым кленом немолодой уж гармонист. То
вдохновением, кто с задором, кто проклиная свою жизнь. Присядут женщины на лавке, в них будет все, как всегда. Трико, калоши, безрукавки и взгляд потухший никуда. А рядом станут наши дети, те, что в селе еще растут. Наследство дарим им навеки, руины, вахты, тяжкий труд. Жива еще наша деревня, живет, несмотря ни на что. Верю я, подрастут деревья, возродится наше село. И тогда заживут наши дети, не винят нас ни в чьих грехах, чужих грехах, стариков, что без стажа в книжках, позорной пенсии в руках. Библиотеке благодарен, что зажгли стихов огни. Если б не было пожарных, в зале женщины одни. Но самые главные не пожарные, много в зале молодцов. Самый главный, друг мой, давний, с юбилеем лицо. Дорогие товарищи, я в унисон как бы блюз Галимовны. Деревня, забытая всеми, стоит одиноко в лагу. Настало трудное время, больше молчать не могу. Ветхие крыши худятся, некому стало латать. Летние заборы косятся, думают скоро упасть. А раньше была ты могучая, сколько давала зерна, янтарных зерен кучей, везла и везла на тока. Сейчас ты стоишь одиноко, как маленький тополь в пыли, словно ждешь ты кого-то, забытый всеми вдали. А там наверху деликатно делят оклады посты, властью упиваться приятно, только нужна видишь ли. И если тебя мы забудем, потомки нам не простят. Будешь нужна ты, вернешь свою силу. Спасибо. Я расскажу свое стихотворение, которому много времени не было названия, и вот наконец-то название есть. Стихотворение называется «Маршрут». Проходят дни, воспоминания остаются, былого не вернешь, и пусть. Уходят дни на сердце с теплой грустью. Маршрут построен, выбран путь. Нет, я не жалуюсь на жизнь ничуть. С улыбкой принимаю горечь поражений. Немного отдышавшись, снова в путь, лишь позади оставив миг сомнений. Прожив немного и немало, наслышан от людей простых. Так мало дел, так много надо, все только ждут чудес больших. И вот твердят: хочу я славы, хочу богатства, красоты, мне наплевать на все преграды, с судьбой я говорю на «ты». И лишь немного приподнявшись, услышат мнение толпы. Ведь поверят, сразу сдавшись, я без таланта. Что ж, увы, так часто, а порой всегда со всеми нами происходит. Легко и громко кричим «да!», легко и в сторону отходим. Не знаю, прав я или нет, но, как по мне, так очень глупо сидеть и думать. Вот бы мне сидеть и думать, как же круто, и с завистью смотреть на тех, кто в жизни преуспел во многом. Они старались, это их успех. Ведь за него они отдали много времени и сил, забыв на миг о гордости и славе, и не тебе судить их, подлый сын, и размышлять, как их средства им тратить. А лучше оглянись вокруг и посмотри, в кого ты превратился. И знаешь что, скажу тебе, мой друг, открой маршрут и вспомни, для чего родился. Өзімнің жұмысыммен мақтанамын, тәуекелмен ұйқаса да атқанмын. Міндетім өмірлерін сақтап қалу қызыл отқа торланған әрбір жанмын. Өз өмірін міндетімді берген үшін батыр кетті жауының көрік үшін. Забик өлеңнің батыл ісін ұмытпасын деп елордамда орнатылды қоламыз. Естігенде шырылдайды жүрек сызы, әттеңлерде таусылды өмір тұзы. 5 адамды қауіптен қорғаймын деп осы күнде әкесіз 2 қызы. Жас алады түсінген жан баласы,
төмен кетті еріксіз көздің жасы. От пен адам күресінің салдарынан шаңырақта қайғы жұтты артымыз. Қызметіміз күрделі қауіп толған, артымыздан қарауылдап ажал болған. Мен бірақ әрі қарай да қызметте масқардай батылмаған. Тын дала, біздің дала жалпақ қана, игерілмеген жер еді. Сол даланы игеруге әрбір елден жұрт келеді. Құшақ жайып келгендерді гүлдерменен қарсы алдық. Достық, бірлік болсыншы деп, қосылып бірге ән салдық. Енді міне тын далаға 70 жылда толады. Өлгендер қартайып, жастар өсіп, өткенді еске алады. Менің онда бала кезім анемен құрақ тысыған. Естідім ауылға келеді деп, әрбір ұлттан көп адам. Келді олар тын далаға, жер игеріп, жұртуға. Дәндер сеуіп, оны ұрып, машинаменен тасуға. Украина, Латвиядан тұрды бізде 2 адам. Кейін олар өлер салып, отбасыларынан алдырған. Риза еді олар менің анама, әсіресе салған жұмсақ нанына. Салушы еді анам нанды, келгендерге тыңға ауылға. Туған жерім, Қарабалым, Бөрлі деген ауылым. Жері жұмсақ ағашқа бай, көлінде көп балығым. Летний сон. Грозит ночь ожиданием рассвета, запутал в голубой тишине из давно позабытого лета. Приходишь, но только во сне. Сон крылом своим робко коснулся, затуманил временем глаз. Я как будто бы снова вернулся, затерявшийся в памяти час. В час разлуки, а может ошибки, в час потери, а может любви. И сквозь слезы, смущенные улыбки, глаз немую мольбу позови. Не позвал, не простил, не ответил, только сны возвращаются вновь. Потерял, а когда не заметил свою первую в жизни любовь. Но судьба виноватых не судит, не бывает их первой любви. Время первое чувство остудит, ты обратно любовь не зови. Ну а если вторая приходит, если где-то вас долго ждала, если к сердцу тропинку находит, значит первая все же была. Грезит ночь ожиданием рассвета, заплутав в голубой тишине, из давно позабытого лета ты приходишь, но только во сне. Ағалық сағыныш. Жақында туған жерге барып едім, туған туыс жақындарды көріп келдім. Сол жерінің тойларының қонағы болып, үйіме шаршап қайттым, әрең жеттім. Бірақ менің айтатыным мүлде басқа. Ағалық сағыныш бар, неге айтпасқа. Сол жерде қарындасым тұрған менің, сол қыздан артымдан жоқ шынында да. Балалық шақ қарындаспен өтті менің. Сәтті өтті деп ойлаймын сондай кезім. Қандай жағдай болып жатсын бәрібір ғой, ол менің қарындасым, қызым мен. Көптен бері көріспедім сол кісімен, неге екенін айта алмаймын, өзім білемін. Әкемнің інісінің қызы еді, бақытты болдым ғой мүмкін күлкісімен. Шашы ұзын, мінезі пәк, әдемі қыз. Бірге билеп, әнді айтып жырлайтынбыз. Жақындарды көптен бері көрмей кетсек, шын маңызы жоқтығын да байқаймыз біз. Сағынышты ата-анама көрсетпеймін, қарындасты жүрегімнен жібермеймін. Туған жерде сәл болсам да қалайтыным, аз да болса қарындасты көрсетемін. Қарындасты сағынбайтын аға бармын, сол екеудің алашының бөліп жармын. Алла қалап қарындаспен көріседі, қуанышты сәттеріміз әлі алды. 90 сөзін тоғытерін келтірейін, ұлтым қазақ, мінезім тас берілмейін. Әрбір ұлда ағалықтың пәк сезімі, махаббаты, шапағаты болсын деймін. Весна. Мой край Денисовский родной, здесь я росла и жить училась. Вот и проснулась степь весной, там, где недавно вьюга слилась. Восходит солнце над землей, плывут белесые туманы, степь обновляется трувой, и зацветут опять тюльпаны, имеется в виду полевые тюльпаны. Теснятся льдины на реке, ручьи бегут и тут и там, кричат вороны вдалеке, мы первые вернулись к вам. В околках шум и гам стоит, здесь птицы обживают гнезда, а новый день летит в зенит. И вот уже приходят грозы.
Скворцы щебечут во дворе, приход весны нам обещают, нам возвещают. Хоть грустно было в январе, весной нам счастье обещают. Люблю встречать приход весны, люблю чудесные рассветы. Я вижу сказочные сны, от моей юности приветы. Ах, моя юность, где ты? Турналарым қайтыңыз, вернитесь, мои журавли. Мен матур етіп жырлармын, шатлықлы күнім болса. Мен шетке кетіп елармын, ұясып көңілім толса. Мен дүнияда ялғызбайым, енді кімге өткәлем? Ұзын қышны әр жыл сайын, нешік төзіп өткәлем? Мен құяшны яратып, гүлләргә ұшап өстім. Ақ толқынларны қағып, балықлар кебек yüzdüm. Миңа минем әтекәйем, бәбекәйем дейді. Миңа минем әнкәйем, бәхетләр тілейді. Құдай бәхет бермәсә, сабырлық бушқа қала. Туғаннарың келмәсә, йөрәккә утлар сала. Әй дусларым, үтә гомер, искә ала кайсыгыз? Язлар келер, қарлар эрер, турналарым қайтыгыз. Посвящение маме. Анашым, жан ашырым, мен сені сағынамын. Кеттің сен, жоқсың сен, сені ойлап қайғырамын. Қасымда болсам екен, жылы сөз айтсам екен, мені әрқашан сүйіп, құшағымда ашсам екен. Сен менің жүрегімде, ең бақытты күнімде. Сенің айтқан сөздерің мәңгі менің есімде. Біз бірге өмір сүрдік, тағдыр бергенді көрдік. Иманды бол анашым, анашым, қарлығашым. Саңғырлап табынған алқаныз, келесің күлімде қалқаныз. Әлде сайын қанысып қайын көзімнен майын қалқаныз. Әлде сайын қанысып қайын көзімнен майын қалқаныз. Көзіңнен ұшқынды байқадым, сезімін шығара алмайым. Кездесіп тұрған мен өзіңмен, сөзіңді айқалмай айланып, сөзіңді айқалмай айланып. Ақ жүзің алаулап нұрланып, әнімде үні бар сырғаным. Гүл алып келген гүлге де теңен, айға да теңен қалқаныз. Гүл алып келген гүлге де теңен, айға да теңен қалқаныз. Өзіңнен ұшқынды байқадым, сезімін шығара алмаймын. Кездесіп тұрған мен өзіңмен, сөзімді айқалай айланып, сөзімді айқалай айланып. Көзіңнен ұшқынды байқадым, сезімін шығара алмаймын. Кездесіп тұрған мен өзіңмен, сөзімді айқалай айланып, сөзімді айқалай айланып. Ты смотрела, улыбаясь, когда дарил тебе цветы. Глаза остались неподвижны,
каждом сне. Прошлое как сон уходит, но любовь она жива. Сердце больше не забудет. Ты моя, ты моя мечта. Мечта с тобой, вечная весна. Тепло и свет, ты моя судьба. Мечта с тобой, вечная весна. Тепло и свет, ты моя судьба. Где моменты, где моя мечта? Мечта с тобой, вечная весна. Тепло и свет, ты моя судьба. Мечта с тобой, вечная весна. Тепло и свет, ты моя судьба. Мечта с тобой. Я вновь вернулся к тем годам, которым нет возврата. Увидел Валентину нам, услышал музыку Александра. Повзрослел, помудрел с высоты моих лет. Я прекрасным созданием хочу дать совет. Вам мужчину найти надо, чтоб вас любил, чтоб цветы вам дарил, на руках вас носил, был вам предан во всем, не сменил вас за грош, был надежен и смел, и в постели хорош. Вам мужчину найти бы, чтоб честным он был, вам не врал, не винил, и чтоб юмор ценил, чтоб по жизни легко было вместе идти, чтоб преграды вам все обойти на пути. Вам мужчина бы, чтоб он хозяйственным был, приготовил обед и посуду помыл, чтобы кофе в постель и прислуживать рад, расторопен в делах и зарплатой богат. А в-четвертых, чтоб счастье вам было в веках, муж не должен об этих знать 3 мужиках. Стихотворение называется «Матери». В дворовом царстве жили ладом на протяжении детских лет. Мы знали, мама всегда рядом, нас защитит от разных бед. Мы 100 тропинок истоптали, из прежних выросли одежд, манили нас лихие дали ветрами призрачных надежд. Надежды отцвет нежно-зыбкий, с тех пор навеки предо мной, и добрый свет твоей улыбки мне освещает путь земной. Я по тебе, сверяясь, мама, иду по жизненной тропе, иду сквозь терни упрямо. В конце пути приду к тебе и встану пред тобой в поклоне, стряхнувши времени полет на лед. Тебе твой мальчик на ладони и седую голову кладет. Тему произнес цветах. По любимой тропе, по заре, выхожу свежим утром дышать. Все цветы, все мои ароматы меня встречают. На клумбах цветут и красотою блистают. Нежный запах витает, создавая домашний уют. Все цветы, все мои, лепестками ко мне припадают и дарят частичку тепла. Наклоняюсь я к ним и тихо беседую с ними. Никому не скажу, лишь своим цветам открою свои секреты. Говорю обо всем, иногда даже я плачу. Все цветы, все мои, нежно ко мне припадают, обнимают меня, душу мне согревают. Прикоснусь, обниму и отдам им всю свою нежность. Все цветы, все мои, мой бальзам для души, простодушный, искренний, красивый. По любимой тропе, по заре я вдыхаю красивое лето. Спасибо.
Сакины На сегодняшнем слете не смогли присутствовать наши земляки. Большой привет передает Рунда Надежда Владимировна. И она прислала ролик и просила продемонстрировать его присутствующим. Стих Люциния читает Арнольд Райдинг. Внимание на экран. Углы коры деревьев письмена, в них сила мысли разуму равна, помножена она на радость мира, и птицам вручена в ветвях, как лира. Мы на рассвете слышим пенье, но после трели соловьи, исполнив Божье повеление, как камешки лежат в пыли. Понять явление непросто, непостижимое почти. В нем с жизнью человека сходство, исчезнув, мир с собой спасти. К нам в гости спешит наш земляк Карпов Сергей Георгиевич, и он просил продемонстрировать стихомузыкальный привет «Еду в Казахстан». Я зачитаю стихотворение. Еду в Казахстан, где течет Аян, где шумит Тобол, снова еду я. Там шумит Тобол и журчит Аян, к милым берегам еду снова я. Встретит Кустанай строчкой фонарей, скорый поезд в Чи, ты к нему скорей. Фрунзе, не проспи, дом не прозевай, в ветреной степи ждет родимый край. Руки распахну, чувства не тая, на ветру в степи буду счастлив я. Пусть притих Тобол в камышах Аян, там в родном краю ждут меня друзья. В центре на Дастархан станет бешбармак, потечет в стакан золотой коньяк. К чаю баусак, топай за окном, здесь, в любом дворе, не чужой мне дом. Люблю тебя. Наверное, так не любят, что душу запродать готов чертям. И пусть они потом в аду погубят, но никому тебя я не отдам. Люблю тебя, и пусть метель кружится, но если заметут они пути, снежинкой лягу на твои ресницы и ветром прикоснусь к твоей груди. Люблю тебя, нет, для любви преграды, и даже смерть мне не страшна сама от рук твоих, улыбки, вздоха, взгляда, и от разлуки я схожу с ума. Люблю тебя. Любовь вином искрится, как праздник льется, пусть через края. Люблю тебя, любовью самой чистой, единственная женщина моя. Биыл біздің бейбіт майдангершісі 30 жыл толғандықтан мен оған арнап жаздым. Әдебиет майдангеріне арнау өлеңі. Бір арнадым әдебиет асылына, ұлағатты бір тағдыр иесі, өлең ете өмірі өрнекті, мәңгі мұра бізге аманат бейнесі. Әдемі әңгіменің салдырмегін, қалам қағазға арнады ғой бар жігерін, келешекке қалдырдың құнды қағаз, ақталып жатқандай ғой бар еңбегін. Әлеміңнен қанат күтті ұштаудым, әңгіменен бас саламын құштармын, жан тәнімнен берілемін енемін, күліп аламын кейде көшас төгемін. Шұған оқып жан сарайым ашылды, хикаямен аялаймын асылды, шұға қыздың хәл жағдайын тұнғаны бір бейнемен бұрақ ғұмыр ашылды.
Қазағымның тұғыры тұлғасы болған бейімбет, көп ұлдар ішінде жорғасы болған бейімбет, әдебиеттің тұнығын сырлата білген бейімбет, әсер сөзді сиямен жырлата білген бейімбет. Берега памяти. Память словно река из событий и лиц, что между двух берегов нашей жизни бежит. Память словно волна, то найдет, то отхлынет. Память словно пожар, то горит, то остынет. Все плохое на дне черным илом возьмется, легким пеплом костра вдруг от ветра взметнется. То, что хочешь забыть, о себе вдруг напомнит, укоризный в глазах, с фотографий посмотрит, запах чем-то знаком, и в него окунешься, и по тем берегам ты ребенком пройдешься, проплывешь по волнам, дном ногами ища, а с тобою плывут в небесах облака. Карамелька во рту вдруг напомнит тебе чай, который ты пил вместе с мамой, с молоком, с крендельком, за журнальным столом, чай из кружки любимой самой. А бывает, что слух вдруг уловит мотив и напомнит о танцах веселых, на которые бегал еще молодым, по тропинкам травой заросшим. Вижу стол я резной, над крылечком навес, помню руки отца в работе. Молоток держать — это генный код, передался мне им по крови. И течет река, оставляя след, где-то тоньше, а где-то шире. Не иссякнет она, если помнить тебя будет кто-нибудь в этом мире. Летняя забава. Вот так лето, все как в сказке. Реки, колки и луга, удивительные краски. Над полями радуга, дождь идет, сияет солнце, умывается трава, капельки стучат в оконце. Выбегайте, детвора, тут же двери нараспашку. Кто подумать только мог, скинув шорты и рубашку, выбегают без сапог. Босиком бегут детишки, брызги в сторону летят, и девчонки, и мальчишки от восторга все пищат. Сколько радости и смеха в деревенской детворе, бег по лужам, вот потеха. Лето, лето во дворе. Побежали все. Многие из поэтов отмечают, что строки приходят сами, иногда в процессе размышлений. Стихи не пишутся без вдохновения, но порою приходится собраться и позвать его. Лучше всего сочиняется ночью, когда все спят и стоят тишиной. О любви написано так много, не сможешь все перечислять. Любите друг друга сегодня, а завтра можно опоздать. И нету жизни ведь другой, она одна, дана навек. Любишь, лишь в любви ты можешь быть слугой, так создан только человек. Но если полюбил кого-то ты, то сохрани и дорожи, не слушай разные советы, с любовью в сердце ты живи. И птицу счастья не упусти, о жизни будущей мечтай. Дорогу счастья и любви, как Данка сердцем освещай. Спасибо. Снежная поземка, движение сковано, еду проселком, дорога известная. Утром февральским в степи нарисована кистью природы картина чудесная. Светлыми, темными, рыжими пятнами кони клубятся в снегу фиолетовом, пледом накрыло всю ширь необъятную. Нет ни дорог, ни оврагов, ни лета вам. Ветер буранный кружит над барханами, пенным кумысом загривки взлохмачены. Кони мои со времен Чингисхановых, в титрах степных на века обозначены. Крылья людей звался конь аксакалами, топот копыт звучит кюем чарующим, и в горизонт уношусь я столпарами. Все мы кочевники в мире бушующем, буду ли босым нищебродом на паперти, или богатым, со связями знатными, будут клубиться в кутках моей памяти кони февральские, светлые дома. Можно попросить вас, пожалуйста, пускай хлопец на домбре что сыграет, а? Ну, дурели от нее.
сегодня. Кругом а мы назвали весь. Вопрос последний от нас есть. Люди в город уезжают, гаснет жизнь на селе. С каждым годом убывает население в числе. Пройдут года, и время лечит, воспрянет и мое село. Построим здесь детсад, больницу, начнем показывать кино. Маршрут автобусный откроем, построим новые дома. И о селе Кривоцелином напишут новые тома. Народ о будущем живет, и село, как прежде, оживет. Про любовь. Послушай меня, мой любимый, послушай меня, мой родной. Печальный крик журавлиный отзывается в сердце тоской. Придут опять долгие ночи, завьюжит белесая мгла. Ты знаешь, любила я очень, и ждать тебя вечность могла. Но ты рассудил все иначе, другой, видно, больше огня. Я не плачу, не плачу, не плачу, лишь сердце терзает меня. Оно стонет и рвется на части, порой ему тесно в груди. Оно верило в радость и счастье, что-то будет еще впереди. Отошло, отзвенело то лето, но остались, как память о нем, согретые солнечным светом ромашки в альбоме моем. Так живи же счастливо, любимый, не гаси озорство своих глаз. В зимний вечер тоскливый и длинный я согреюсь теплом их хоть раз. Называется СССР. Детство, лето, речка, скалы и неведанные нам страхи, украинцы и татары, немцы, русские, казахи, мы о нациях не знали, босоногие мальчишки стать героями мечтали, нужные читали книжки, от призыва не косили и хранили верность флагу, друг в Афгане, я в России. Укрепляли мощь державы, мы зачет по сопромату не решали, а сдавали, выражение дать на лапу мы советские не знали, коль с мозгами все в порядке, можешь стать ты хоть министром, я ушел по разнарядке, мастером на стройку в Крымский, не забуду ту эпоху. Отношения проще были, кто на стройке не работал, того матом не хвалили. Все в одном котле варились, были счастливы без меры. Все за друга, друг за друга, всем делились. Были мы советской верой. Однажды я увидела портрет, большой, потертый и ученые книги. Внизу было написано «Поэт, писатель и народный просветитель». Немного грустное, усталое лицо, в глазах печаль и мудрость вековая. Представилось убогое сельцо, степной аул в долине, Костаная, а имя-то какое? Рай. В нем трель капели, перезвон уздечки, в нем лето теплого веселый рай, в нем перекаты светлой речки. Узнала я, что был он сиротой, но мудрый дед учения понял силу. Не обошел он внука стороной, отправил за учебой на чужбину. Ему, конечно, было нелегко, совсем малец, еще вдали от дома, и первые морщинки на чело, 16 лет, ложатся непреклонно. С азов он начал, создал алфавит и азбуку понятную принял. Казахский мальчик перышком скрипит, вот для него отрадная картина. Ему отмерен был совсем недолгий век, а сколько сделать смог, хватило бы на 2. Он в полном смысле слова человек, родную степь прославил на века. Когда затронул струны жизни, дрожало небо надо мной. Слова ложились словно нити, сплетались мысли, был не свой. Стучало, сердце ликовало, свидание первый поцелуй. Душа неистово искала. Пиши, люби, дерзай, рискуй. И каждой строчкой вдохновляясь, хотелось мир весь описать.
ошибки критики искали. Ну так и быть не мне решать. А разум, чувствуя реальность, один лишь раз мне подсказал, отбросив лишнюю банальность, стихи в искусство превращал. Здесь у самой реки солнце рано встает, снятся мне старики, память спать не дает. Комаровка моя, полюбил тебя я, там, где шепот берез, льется песня стрекоз. Выйду в поле с зарей, здесь мой край дорогой, обниму я туман и пьянящий дурман. Комаровка моя, полюбил тебя я, там, где шепот берез, льется песня стрекоз. Золотистый рассвет, полевые цветы, он ласкает лучом, в нем, конечно, и ты. Комаровка моя, полюбил тебя я, там, где шепот берез, льется песня стрекоз. Казахстан дорогой, ты навеки родной, где родные поля, льется песня моя. Комаровка моя, полюбил тебя я, там, где шепот берез, льется песня стрекоз. Не найти мне другой, край любимый такой, остаюсь я с тобой, ты навеки родной. Комаровка моя, полюбил тебя я, там, где шепот берез, льется песня стрекоз. Спасибо, извините. Как не любить тебя, мой Казахстан, твои леса, равнины, реки, бескрайние ковыльные поля, где льется кью, цветут тюльпаны. Как не любить душой леса, красивые цветочные поляны, где солнце ярко, голубые облака, нет лучше края для меня. Как не любить туманы, жаркий зной, трескучие морозы и буран, гостеприимство, Наурыз и Дастархан, и отношусь к тебе я трепетно. Ценю тебя, мой Казахстан, земля, где выросла счастливая. Цвети, живи и процветай, чтоб славился наш хлебный край. Сказали вы ночью, все пишут стихи, стихи пишут днем, они неплохие. Дела делать днем, скажу Кай, вам братцы, а ночью в постель другим бы заняться. Часто снится мне Афган. Вспомнил я опять Афганистан, как в атаку вел нас капитан. За чужую воевали мы страну, ту войну забыть я не могу. Дали автомат, бронежилет, взяли с нас подписку на 5 лет. Не сказали, сколько здесь нам быть, дали лишь приказ не ныть. Вот и первый бой начался вдруг, в том бою погиб мой лучший друг. От воспоминаний страх берет, до сих пор моя душа ревет. Перебили духов, чтобы наших знали, мы своих убитых и раненых забрали. Всюду кровь, вокруг горит земля, и от этого всего кружится голова. Был БМП, как дом для нас, от смерти он спасал не раз. Лучше, чем окопы во 100 крат, броней своей нас покрывал как брат. Сколько судеб война-то загубила, молодым парням сердца разбила. Пацанов погибших больше не вернут, до сих пор их мамы слезы льют. Много лет живу я по другим часам, но часто просыпаюсь по ночам. Ничего я не забуду никогда, этот груз несу с собой всегда. Спасибо. Называется «Пока буду сердца стучать». Ноги могут пока идти, сердце будет пока стучать. Буду я идти по пути, так как шли мой отец и мать. Твердо поступив гордый взгляд, отступает беда, болезнь. На прянки, но не липнет грязь, а в душе закипает песнь. Не спеша, не срываясь крик, не устал я, а мудрым стал. В нашей жизни прекрасен миг, как луч солнца средь серых скал. Все мгновения дней былых храню в памятных закутках, и туманы дождей грибных расплескались в моих стихах. В тихом кашле зашелся плес, ледоходом взорвав рассвет. Нежный ветер клубок унес
паутин моих бабьих лет. Словно в детстве я вижу сны, смотрят строго отец и мать, будут гордо идти сыны, пока будут сердца стучать. Встреча вышла душевная, слезная, вижу в зале знакомые лица, нагима обалдеть аж серьезная, я держусь, чтобы не материться. Записать все не хватает страниц еженедельника, понедельник будет Карпов. Ну что ж, на понедельник. В едином миге пролетели 1,5 часа поэтических чтений. Трудно представить нашу жизнь без поэзии. Именно она делает сердце зрячим, а душу открытой для добра и света. Стихи всегда актуальны, потому что устремлены не только в настоящий, но и в будущий день. Литературовед Николай Иванович Якушин писал: утверждая в своих произведениях духовные ценности, поэты стремились пробудить в читателях чувства добрые и укрепляли в них веру в великое предназначение человека. Мы желаем вам, всем близким и дорогим вам людям, здоровья и благополучия. Хотим, чтобы ваше творчество еще долго-долго радовало нас. Желаем вам ярких, творческих находок и надеемся, что вы еще долго будете радовать нас своей поэзией. Марапаттау рәсімін өткізу үшін сөз кезегін мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі басшысы Хасанова Нарима Османовнаға беріледі. Құрметті біздің ақындар сіздерге осы міне 14 жылдың арасында бірінші сол слетқа қатысқандармен қазіргі жастар ақындар қатысып отыр. Бүгін 14-ші ақындар кездесуіне 18 ақын келіп отыр. Ол деген 18 және де жаңағы Надежда Рунде, Карпов. Соны біз қуаныштымыз осы слетті өткізуге. Хочу сказать большое спасибо зрителям. Сегодня у нас проходит 14-й слет поэтов. И с каждым годом ряды наших участников становятся больше. И, наверное, это мы уже который год говорим, да, последние 3 года, что это уже не районный слет поэтов, а международный. Потому что, посмотрите, мы слышали сегодня стихи Рунды Надежды, Сергея, с Германии, Сергея Карпова, которого в понедельник опять с радостью встретим. Вместе с участниками, вот Батырбек Капазович, он уже каждый год во всех наших 14 слетах участвует. Может, платить начнете, слушай? Постараемся. Но рядом с именитыми нашими, конечно, очень жалко, что нет сегодня с нами, но читает, я имею в виду нет, потому что дома Василий Степной, но его стихи читала сегодня внучка Кульзада Абдрахмановна Солчановки, известный учитель, вырастивший ни одного ученика, ее стихи тоже читала сегодня внучка. Мы очень рады своим гостям, нашим землякам, что они нас радуют своим присутствием, и очень рады тому, что несмотря на то, что, как вы сказали, что там мероприятие, но Родина зовет, поэтому душа с Родиной, поэтому мы очень рады. И рада я тому, что новые наши поэты, и не только молодые, и рядом вместе наша, та же Сакина Якфаровна, поэтому всем огромное спасибо. Сегодня мы слышали стихи на разные темы, да? Все, что на душе наболело у каждого поэта или то, что он хотел нам показать. И огромное спасибо тому, что ваши стихи уже на песни, да, на ваши стихи пишется музыка и исполняют наши, может быть, пока неизвестные певцы. Үлкен рахмет Бекзат саған, өз күйіңді, өз өнеріңді бүгін көрсеткенге. Қазақ айтады ғой, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Поэтому я хочу сказать большое спасибо, что Бекзат сегодня исполнил свои кюи и свои песни, которые он творит, потому что я знаю, что та песня, которую сегодня для девушек посвятил, эта песня была написана, когда он был влюблен
в эту прекрасную даму. Чуть-чуть знаю эту историю, поэтому муза приходит и днем, и ночью. Батырбек Пазыч, поэтому каждый по-своему. Ну а теперь мы начнем награждение, и хотелось бы, мы сегодня уже говорили, что у нас юбиляры, и не один юбиляр. Начнем, наверное, с юбиляров, которым им исполнилось сегодня по 7 лет. Один с нами, другой дома, и я думаю, внучка передаст, да, Василию нашему Никулину, да? А мы его, у него псевдоним Степной. Передайте ему огромный привет, поздравления с юбилеем. И пусть он вот в этом блокноте пишет еще стихи. Ну а вы, конечно, как внучка, любимая, будете нам их читать. Мой дорогой, мы вас сегодня не только слушали ваши стихи, но и песни, поэтому я думаю, что будет что здесь написать. Спасибо. Сегодня мы еще хотим поздравить человека, которому исполнилось всего лишь немножко. Если сложить, то это будет, наверное, 11 лет. Батырбек Пазыч, мы поздравляем вас с юбилеем, желаем вам крепкого здоровья, и я думаю, что у вас очень много еще будет идей, тем для написания. И был недавно юбилей, или будет, да? Был юбилей, Наталья будет. Для меня она Мансович, а вообще у нее фамилия Николаевна. Наталья, огромное спасибо. Будьте всегда рядом с нами. Наталья тоже всегда участвует в мероприятиях наших и в областных смотрах. Ну а теперь мы начнем церемонию награждения за участие в сегодняшнем нашем 14-м районном, пока мы его называем, слете поэтов. Я думаю, что зрители сегодня получили удовольствие от общения. Да, в газетах мы где-то читаем их стихи, но когда их мы видим и слышим, это вдвойне приятно. Өлеңдер жұлдыздармен раушандар сияқты гүлдейді атты Денисов ауданы ақындарының 14-ші аудандық слетіне қатысқаны үшін Қажанов Қадырхан Әуезханұлы марапатталады. Осылай бізге келіп, өз өлеңіңізді оқығаныңызға рахмет. Также хочу сказать огромное спасибо Нургалиеву Талгату Сабыртайұлы за его участие в нашем слете. Вот уже последние 3 года, да, мы с вами встречаемся. Дипломом награждается и небольшим финансовым, денежным. Да, награждается. Давай чаще проводите. Да, награждается Калимов Батырбек Пазыч. Давайте вот так вот на Олега посмотрим. Каким же дипломом награждается Удальцов Валентин Константинович? Ну и на Олега глянем. Я, конечно, всегда рада слышать эту прекрасную даму. Хотела бы, чтобы в следующий раз ваше настроение было другое, чтобы вы нам читали более такие позитивные стихи. Но вот сегодня ваша душа именно пела так. Поэтому дипломом награждается Германшина Гилуза Галимовна. Я хочу сказать про этого человека, что этот человек у нас завтра еще у нас в музее приедут к нам гости, и там мы будем представлять работы этого человека. У казахов говорят, жетіңірлі бірсірлі, это человек, у которого вот за что бы он ни брался, он талантлив во всем. Он и поэт, он и күйші,
он и жерше, и термеше, да, и делает руками, он и инструменты изготавливает. Недавно в городе Караганда прошел конкурс авторов кюев ортике. Знаете, да, что такое ортике? Это такая вещь, которую, ну, вообще есть заводские, но этот человек, он изготовил ее своими руками. Конечно, надо было сегодня это показать, но я думаю, что мы в следующий раз покажем нашим зрителям. Он изготовил саму вот эту вот конструкцию. Там, значит, такой, будем говорить, типа барабана, на нем куклы. Обычно это куклы типа, как сказать, баран, не баран, ну да, вот такой, да, типа это, но, да, типа горного козла, но Бекзат туда добавил еще и беркута. И вот с этим инструментом и плюс, вернее, с этой конструкцией и плюс своим авторским кюем для ортике Газезов Бекзат участвовал в городе Караганда в конкурсе, где было 19 участников, причем не только с Казахстана, это были и Китай, это была и Монголия, ну, со всех, будем говорить, регионов Казахстана. Конечно, Бекзат был награжден за участие, но то, что от Кустанайской области он представил именно, будем говорить, в данном жанре, мы давайте ему поаплодируем. И сегодня он нам показал свое творчество, свое умение не только писать стихи, но и кюи. Құттықтаймыз, рахмет саған, осылай жүре берсін, ортамызда осылай жүре бер. Стоим. Подождите, давай вот так сделаем. О каждом из них можно говорить много-много, но я хочу сказать об этом человеке. Это очень такая, я ее знаю, честно говоря, как поющего человека, как человека, который участвует в коллективе «Девчата из 70-х», Вера Алексеевна, но сегодня, вернее, уже второй год, да, мы будем говорить, встречаемся с Верой Алексеевной у нас здесь на нашем слете, поэтому огромное вам спасибо, творческих вам успехов, чтобы у вас было время не только петь, но и писать. Огромный рахмет. Если Геозу мы знаем давно, да, ну, я имею в виду, по крайней мере, проводили творческие вечера, и ее произведения включены в сборники Кустанайской области. Приятно, что сегодня на 3 языках и о любви, и о маме, и о дружбе, обо всем нам прочитала Рауза Галимовна. Вам огромный рахмет. Я думаю, что вы и на немецком в следующий раз для господина Калимова напишите что-нибудь. Андрей Капанович, не вы один умеете удивить. Валентина Григорьевна, огромное спасибо. Вы участвуете тоже уже не на одном слете нашем, поэтому творческих успехов, всего самого хорошего. И я думаю, что независимо от темы, любое произведение, написанное вами, всеми, оно всегда будет приветствоваться, и мы любим ваши стихи. Спасибо огромное. Хотелось бы передать огромный привет и большое спасибо Кульзаде Абдрахмановне Дюсибаевой, которая пишет, в этом году ей исполнилось 82 года, но несмотря на это, она всегда пишет стихи по теме, о любви, о родных, о детях своих, о внуках, поэтому мы передаем вот такой вот диплом Кульзаде Абдрахмановне. Я думаю, что сегодня внучка могла красиво передать ее произведение. И, конечно же, обязательно Василию Ивановичу Никулину,
огромный привет и передайте, скажите, что нам, конечно, хотелось бы видеть его рядом, но я думаю, что мы будем ежегодно на слете слушать его произведения. Николаенко Наталья Вицентьевна, огромное вам спасибо за ваши творчество, за наши труды. Кстати, я уже повторюсь, Наталья всегда участвует на смотрах художественной самодеятельности. Знаю эту женщину прекрасно, знаю давно, слышала, как она читала свои произведения других авторов и на казахском, и на русском, но сегодня мне было приятно, что вы теперь у нас участник нашего слета. Великая Фатима Ильчановна, огромный Ахмед. Будущий наш Ибраим Кнысарин, участник наших слетов. В этом году он закончил 11 класс, поступает, мы тебя поздравляем с этим, удачно сдал ЕНТ и поступает на учителя, да? Мы поздравляем и говорим огромное спасибо Жамбосыну Еркину Мадьяровна. И хотим пожелать, чтобы независимо от того, где бы ты ни находился, но когда ты узнаешь, что слет, бери пример вот с наших земляков и приезжай к нам на слет и участвуй. Рахмет. Нуркалиева Нисвельде, участница первого слета юных поэтов, да? Первый раз она у нас участвовала, потом она уже участвовала в нашем взрослом слете, и сегодня она нам читала стихи, свои произведения, посвященные и, ну, две темы были интересные, да, Рахмет? Вот этого молодого человека мы открыли, конечно, все, наверное, знаете, на Наурыз, как за него, как болели за наших участников конкурса Жил Батыре, и они вот вдвоем, тогда они были соперники, а сейчас они сидят уже как друзья, как коллеги. И я хочу сказать огромное спасибо Акжолу. Мы его раскрыли еще с другой стороны. Он теперь у нас еще и играет на дамбре, поэтому работа у него очень сложная, и мне приятно, что сегодня ребята пожарной части номер 8 пришли поддержать своего коллегу, поболеть за него. И хочу в лице Акжола, ребята, вам всем пожелать. Пусть вам зарплата идет за то, что вы спите на работе. Хорошо? Вы поняли, да, о чем я? Пусть ничего нет от любви. Ну, наверное, сегодня вот мне было приятно слышать, когда вы прочитали стихи про Карндас, да? И я вот смотрела на вот эту пару, потому что это брат и сестра. И, наверное, как было, если это тебе приятно, да, что Аган Касында и Сен осындай қасында тірек бар, қалай дейді, ағасы бардың, жағасы бар, інісі бардың, тынысы бар дейді, сенің жағаң бар. Сондықтан, наверное, ты его толкнула, да, на это, Бекзатты, өлең жаз деп, бүгін міне екеуің қатарласып отырсыңдар. Рахмет, Бекзат. Бекзатта у нас тоже домбрамех, домбрада ойнайды. Рахмет, өнерлеріңіз өрге берсін. И я думаю, сегодня сердце женщин было, я не знаю, да? Разорвано оторвано. Я представляю, какие он уроки физики ведет, если он такие стихи читает. И причем стихи-то со смыслом для молодежи, не просто глубокий смысл здесь. Поэтому я думаю, Степан, это первое стихотворение на нашем слете, а в следующий раз ты тоже, как они, будешь только так. Так, вы сидите, читаю я, да, Степан? И успехов, конечно, чтобы твои ученики получали от тебя знаний и шли вперед. Галкин Степан. Вишенская школа основная. Директор?
Нет, он не директор, но будущий директор. Поэтому, видите, даже степенность какая у него. Тогда сіздерге зор денсаулық, шын жүректен рахметімді айтам, низкий поклон вам за то, что вы делаете. А вы делаете не для себя. Вообще вы считаете, что вы пишете для себя, да? Нет. Но на самом деле вы пишете для людей. Поэтому крепкого здоровья. Қай жерде жүрсеңдер де аман болыңдар, сау болыңдар. Ең бірінші денсаулық. Главное здоровье, да, вот Батыркапаш уже поднимает бокал за мои поздравления. Аман бывает, сау бывает. Жалко. И лесики здесь ключей, это от моего имени. Ну, а вы дальше. Уважаемые гости, может, какие-то у кого-то отзывы о нашем слете, пожалуйста. Тамара Васильевна, подождите, Раиса. Нет, вот Начнем. Всем желаю крепкого здоровья, успевающих просто. Пусть идет ваши мысли, радость, стихотворение дальнейшим, молодым успехов в жизни. Пусть всегда будет такое мирное, ясное солнышко. Всем крепкого здоровья, удачи, радости, семейного благополучия, всего хорошего. Самое главное, не смотрите на возраст. Считайте себя всегда молодым. Я себя считаю всегда молодой девушкой. Так что смотрите. Хотя нет 13, говорю. Да, какой-то, да. 13. Да, 13. Так что будьте счастливы, продолжайте, не забывайте, пишите стихотворения. Песни — это радости, мы это любим. Я тоже хожу на хор, увлекаюсь этим. Так что давайте, будьте счастливы. Здоровья молодым, пускай тоже пишут, участвуют, не поддавайтесь своим возрастам. Всего хорошего. Да. Уважаемые присутствующие, уважаемые поэты, я хочу сказать, что я присутствовала почти на всех слетах поэтических. И очень отрадно, что количество поэтов умножается, вас стало намного больше. Очень хорошо, что появились новые молодые поэты. Это очень приятно. Единственное, о чем я сожалею, что вот этот зал не очень большой для вашего творчества, для тех стихов, которые вы читаете. Вы достойны большей аудитории, и вы в этой аудитории нуждаетесь. Поэтому первое мое пожелание, чтобы у вас количество почитателей вашего творчества увеличилось. Хочу сказать огромное спасибо вам всем тем, кто читал сегодня стихи. Вы все талантливые люди, стихи ваши замечательные, но у меня, как у каждого, наверное, человека, есть свои кумиры. Я очень люблю творчество своей подруги и коллеги Германшиной Глюзы Галимовны. Обожаю стихи Сапазовича. Люблю его творчество, балдею от его импровизации, просто балдею. Вы сами чувствуете, знаете, насколько скрашивает он своими вот этими вставками наше вот присутствие здесь. Молодец. Дальше. Для меня открытием сегодня были вот молодые поэты. Я впервые сожалею о том, что я не знаю казахского языка. Наверное, стихи хорошие. Не могу сказать, но рада, что они пишут, что они продвигают то дело, которое делают вот уже уважаемые маститые поэты. Недавно совершенно открыла для себя, вот я знаю, что эта женщина все время присутствовала на поэтических встречах, но я вот совсем недавно открыла Наталью. Оказывается, это замечательный поэт, замечательная женщина, стихи глубокие, очень красивые. Обо всем, о чем она пишет, находит такие строчки, такие слова, что просто удивляешься, как это можно сделать. Ну и сам люблю стихи вот сестры Глюзы Галимовны, не знаю, забыла, как ее зовут, вот, тоже очень красивое. А последнее стихотворение о любимом, это же вообще... Так, ну и действительно настоящим открытием просто вот отпад полный, вот этот молодой человек, как Галкин Степан.
Он прочитал одно стихотворение, но оно до такой степени глубокое и философское, что просто удивляешься, как может молодой человек вот такие посылы жизненные отмечать в своих стихах. Спасибо вам огромное. Еще хочу сказать, для каждого поэта важно не только его стихотворение, но и важно то, как он подает это стихотворение публике. У вас это просто замечательно получается. Продолжайте в таком же духе, пишите, потому что это то, что вам нужно, что у вас получается очень хорошо. Совмещайте свою педагогическую деятельность с написанием стихов, потому что я знаю, что стихи очень важны и нужны для вас самого и для почитателей, для слушателей, для нас. Огромное спасибо еще раз всем вам за... еще! Вот этого молодого человека мы тут целым рядом вспоминали, как его зовут, какое имя. Скажи, пожалуйста. Бекзат. Я его... Бекзат, правильно сказала? Я его очень часто слышу, он выступает на концертах. Вот здесь мы часто встречаемся в нашей районной библиотеке. Вот. Восхищаюсь его владением домброй, как он играет на домбре. Но сегодня он сразил меня своей песней о любимой. Это такая красивая, такая задушевная песня, что просто бальзам для души. Спасибо большое вам. Как будто написано для вас. Не знаю, для меня совсем ладно писать. Для любимой, да, очень красивая песня, и я знаю, что он много пишет, много сочиняет. Успехов вам. И вообще, уважаемые поэты, огромное еще раз спасибо. Всем удачи, всем здоровья, всем вдохновения на создание, на написание новых стихов. И последнее, что я хотела сказать, Глюза Галимовна и Валентин, пожалуйста, не реабилитируйте себя за те прочитанные стихи о судьбе Комаровки. Вы сказали правду, это то, что есть на самом деле. Я знаю, что вы любите Комаровку, и все люди, которые когда-то жили в Комаровке, они очень тепло отзываются об этом селе, и нам очень обидно. Я сама много лет прожила там. Очень обидно, что такое богатое село, где столько возможностей процветать, что там есть, мрамор, золото, древний город, пограничная застава, граница с Россией, а село умирает. И прекрасные люди. И прекрасные люди, правильно. А что, у нас хуже, что ли? А? У нас что, хуже, что ли? Люди-то. 200 человек Поэтому не реабилитируйте себя. Сказали то, что есть на самом деле. Большой удачи всем, здоровья и творчества. Знаете, сегодня встала утром, старая уже стороны. Думаю, ну как быть? Загрузилась бата. И иду. Вы знаете, вот я почувствовала человеческий ток, не верите? От сердца к сердцу, от души к душе. И все, кто всегда ездит, и кто только сегодня, каждый по-своему огромный талант. Это гордость Денисовки, это гордость нашей земли. Поэтому не бросайте писать. Одна просьба, всех охарактеризовали, все хороши. Я рада, я счастлива, что я здесь была. Я знаете, что, это Маспама хочу сказать, вот нельзя закрывать в рамках этого, правда. Сегодня как никогда важно, вот он говорил, наш молодой человек, впервые мы встречались, такая гражданская позиция, не только у него, у вас, у каждого по-своему. Но я так рада, что в школе такой учитель есть, а надо, чтобы это не в одной школе, а вообще в Минсовском районе. Вот как продумать это? Может, собирать учителей по спец... Может быть, учителей собирать. Но я не знаю. Может быть, проезд какой-то сделать. Но это такое счастье встретиться с такими удивительными людьми. Давайте, чтобы душа трудилась, чтобы мы гордились вами, чтобы вы радовали нас. Патриотов Денисовского района, вот тот, кто в Афгане был, и не только в Афгане, кто за Комаровку сегодня страдает. Там 200 человек живут. Да еще каких людей. Они стоят, значит, Комаровки вывез. Ну вот все, Глебовка, я считаю, что это даже не извиняться не надо, что прямо Шниковка была за ваше извинение. Это боль вашей души. Это от того, что вы гражданин. Вы все наши граждане большого, великого полета. Я желаю удачи. Еще раз душа, чтобы трудилась, чтобы
на встречи все, приезжали рады с вами повидаться. Спасибо, Мария.